большой. Большой уже переросток. Нормально. Вот мотоцикл, вот дорога. Мы заходим. Сейчас сразу здесь посмотрим. В прошлый раз здесь стояли на уголке. В прошлый раз здесь стояли. Стоит. Пожалуйста. Как нет? Мягкий такой какой-то, ребята. Да, что-то большеватый. Тонкая нога. Не особо крепкий. Бутылки. Место остановки автомобиля и вот ягодники, грибники вот постоянно. Я в таких местах сколько мусора собрал уже. О, там шляпы, ребят, торчат. Вон 3 большие, блин, уже. Раз, 2, 3. Да. Большеватый, ладно. Вернусь к этим, к маленьким. Забирать будем. Да, погнали. Друзья, всем привет. После дождика в четверг, так скажем. Так и есть. Сегодня четверг. 25 июня. Выскочил, ребят, на тихую охоту. Стоит более-менее тепло, но вчера, ребят, целый день дождь шел. Прям целый день. Ну, я думаю, естественно, поеду на разведку. Так, что нам надо? Пакет. Что нам надо? Я еще что-то не настроен на корзины, на ведра. Первые грибы. Вот. Так что пока с пакетами, ребят. Вот на входе сразу, смотрю, стоят красавчики. Значит, погуляем сегодня. Погуляем, ребят, по лесу. Пообщаемся. Пособираем грибочки. Первые грибы. Ну, в этом году мы уже кушали. Вот, такие дела. Да, с пакетом, конечно, не очень удобно. Они мнутся, но аккуратненько, что бы нет. Много стоит средних уже грибов. Ну, соберем маленьких. Идем на бор. Сегодня идем на бор. Тайгу затопило, ребята. Дороги все в воде. Не зря одел резиновые сапоги. На машинах сейчас суваться куда-то беда. Ну и ехал тоже. Очень много луж вообще. Это у меня уже, ребят, третий выход. Так получается. Я видел одного белого и красноголовики. Вот третий вид гриба. Сыроежка. Покоцанная, ребят, погрызанная. Погрызанная. Вон стоят. Стоят красавчики. О, какой классный. Так, ладно. Пока оставим. Тут наблюдаю еще. Но это средний, ребят. Уже большеватый. С пакетом я просто их не довезу. Просто будет такая, знаете, жижа.
Рыжа-мыжа. Я где-то тут еще видел одного издалека. Да, о, какая шляпа, нифига себе. Грибочки-то растут, ребята. Тут что у нас? Блин. Нет, такого не буду брать. В принципе, нормальный, но в пакете, ребят, будет хрень полная. Так, ладно, идем обработаем. Вот это красавец, конечно. Ничего не скажешь. Шляпка такая у него завернутая. Понюхайте, ребят. Пахнет. Пахнет тайгой. Грибы вообще для дела, ребят, по идее, собираю. Не знаю, конечно, если получится все это дело. Впереди экспедиция. Уезжаем в далекие дали. Вот, ну и там как бы будем жить. И ребята попросили привезти свежего. В общем, прям в таком состоянии заморозить. Не знаю. Есть у меня мороженое еще прошлогодние. Свежие, понятно, свежие, но, блин, в таком состоянии заморозить и довести. А ехать не близко. 1,5 суток. Больше. Ну, 1,5, да. Так что не знаю. А в низине, ребят, смотрите, какие два уже больших стоит. Уже низинка. Полянка заканчивается. И два вот таких больших. Ну, это... Не знаю даже, ребят. Знаете, вот сейчас вот посмотрим. Блин, смотрите, чистый. Шляпка чистая. Да. Вообще вполне идеальный. Ну, не довезу. А вот так сушить. Такими даже вот пропорциями, если ложить. Вот так. Вот это можно снять. Вот этот ворс. И засушить. И классно. Июньский подосиновик сушеный. Свежий. Да, надо корзины, ведра. Ехать, собирать грибы. Ладно, я в бор. Ну вот, захожу в бор. В этом году, кстати, 2 раза был здесь, и грибов никак и нету. Вот на окраинах выходят красноголовики, а в самом бору почему-то пока нету. Но мы еще раз зайдем, посмотрим, может вышли. Мишку тут видают уже не первый раз. Так что аккуратно. Ну, говорю аккуратно, типа. А что смысл какой аккуратности? Просто повнимательнее и все, ребят. Если он где-то недалеко, он давно уже меня спалил. Вот. Если нормальный медведь, он уйдет. Как бы. А так просто повнимательнее. Медвежата маленькие, они вот любопытные. Они могут подойти. А мама бы как бы не хотела, будет защищать. Вот и все. Вот и вся любовь. Так что повнимательнее просто в бору, в лесу. Не только под ноги, но и по сторонам смотреть надо. Так как... Ну, я говорю, а вдруг лучше сдалека увидеть, спокойненько отойти, нежели чем потом стоять в упор тут.
Многие знают, что от медведя бежать не стоит. Вот. Создать там объем какой-то большой. Взять палку. Сделать больше, чем он. Но когда ты его увидишь, не знаю, какие мысли будут, конечно. Всегда, наверное, у людей возникает вопрос. Бежать. Блин, смотрите, ребят. Зашел. Ну и где? Перед бором. Там на опушке, так скажем. Штук 10 стояло. А в бору нету. Вот видите, какая-то вот аномалия, да, тоже? Как это-то вот? Тут только ручей перейти, грубо говоря. 100 метров. А уже не то все. Ну, сейчас крутанусь, посмотрю. Если нет, то не буду я ноги забивать. Смысл мне здесь набивать тропу. Пойдем туда, в тех краях, на окраинах, смотреть что-нибудь. Спрятаться хотел, ребят. Я так шел. Потом раз, резко что-то оранжевая голова. Хотел спрятаться. Ох, только сегодня, ребят. Боровой, наконец-то. Толстоногий боровой. Огонь. Вот. Таких целиком, ребят, зажаривать. Все. Песня. Так, сразу же, у тебя же есть нож. Зачем ты не срезаешь? Ребят, я и срезаю. Я и выдираю. Я и шибаю, бывает. Все нормально. Почитайте за грибы. Вот. И, как говорится, потом, может, поймете. Просто вас научила бабушка, вам сказала, что вот надо вот так делать. И вот вы вот думаете, что это правильно. Нет, грибы это, ребят, такая тема. Они за себя позаботились. Вот человек как раз вот нет, а вот грибы вот точно за себя позаботились. И красноголовики, ну мы их так просто называем. Подосиновик, подберезовик, это разные грибы, ребята. И не важно, что если белый подберезовик, да, вот он выглядит. Если подосиновик белый, они вот есть, и вот и красные, да, вот. Вот такая шляпка. Есть еще как бы сильнее. Есть оранжевые. Есть и белые, которые многие там придумали, что это краснокнижные, хотя они у нас растут и росли. Есть и коричневые, ребята, есть и... В общем, я не знаю, ну цветов 5 точно можно подсобрать. Но это, не, это один красноголовик, один, то бишь, подосиновик, ребята. Подберезовик это совсем другой гриб. Вот. Так что он как-то так. О, а там еще, ребята, видали? Пока стою, разговариваю, вот даже не заметил бы. Ну и что, значит нормально, подвигаемся. Стою, разговариваю вот тут с вами. А голову хопну налево. Стоит тут еще один братец. Смотрите, низина бора, ребята. Верховая часть и низина. Почему низина? Здесь уже такой жесткий лес уже, да, вот уже такой смешанный. Чаще даже там дальше непроходимо. А вверх набор это такой редкие деревья. Удобно все, красиво, можно гулять даже в тапочках, когда сухо. Вот это боровые, ребята. Красавчики. Вот еще один. Ну что, теперь смело можно, ребят. Смело можно заходить. Я уже думал, так пройду тоже немного. Если не одного, то понту нету, как говорится. Понт будет. Небольшие. Вот этим грибам, ребят, ну, грубо говоря, вчера-сегодня. Так что вот как-то так. Зайдем, значит, по низинке, пройдемся. Посмотрим.
знаете, по кайфу. В лесу сейчас так хорошо. У нас опять похолодало. До этого что-то подымалось до 26. Вот. И сейчас что-то опять упало до 16, до 12 даже градусов. По мне так вот такая нормальная температура. Самый то можно и поработать, и порыбачить, и в лес ездить. А вот в жару, ребят, не могу. Но с другой стороны, вот детишки, конечно, вот еще не купались. Июнь заканчивается, месяц. У нас вода опять на прибовую. Ну и в общем, вода холодненькая еще. Подхожу в очень хорошей локации. На входе встречает гриб. Нормальный, но, ребят, в пакете это не дело. Да, скажем, на сковородке, да, разницы нету, но будет лепешка, ребят. Полноценная лепеха. Вот здесь что у нас? Здесь у нас, ребят, уже такой гнилой, а рядом хороший красноголовик или подосиновик. Видите, он совсем не оранжевый и не красный, а более-менее такой оранжево-серый. Вот, пожалуйста. Смотрите, какой богатырь, ребят, стоит. Красавец. Яркий такой, яркий. Ближе к окраине смотрю, ну. Ближе к окраинке. Ну вот сейчас вот такой пятачок. Сейчас вот его просмотрим. Ну, вот таких даже издалека можно наблюдать. Вот они яркие. Вот там что-то. Что-то. Ага, какая-то поганка. И поганки какие-то уже вылазят. Ну вот, лес оживает. Июньские грибы это так, конечно. Чисто на поесть, свежих. А массово будем собирать мы. Это все август-сентябрь. Не сказать, что массово выскочили, но что-то уже как-то уже можно погулять по лесу, побродить. Уже можно наткнуться. До этого-то вообще так было скучно. А сейчас уже можно и побродить. Какая-то нора. Небольшая, свежая. Такие дела. Сдалека наблюдая. Ну вот, ребят, вам и доказательство. Белый красноголовик. Смотрите, как он выглядит. Это не подберезовик, это подосиновик. Просто белый. Вот такой красавец, крепкий. Аж хрустит, ребята. Опа, вы куда-то поехали. Ну тут прям крепыш, ребятки. Ну-ка. Чистый. Блин, а. Давайте попробуем его как-то сохранить, что ли.
Кайфово, ребята, кайфово. Погулять с утречка вообще отлично. Вот и чага, ребятки. Березовый такой нарост. Это чага. Очень хорошая вещь, ребят. Заваривать, пить, употреблять вместо чая. Полезно. Вот. Мочегонка поджелудочная. Вот она вот так выглядит. Многие вот путают ее с трутовиком. Вот это трутовик, ребята. Это тоже растет на березе. Такой гриб. Но это не чага. А чага вот она вот так выглядит. Потому что был момент, когда-то дядька там понабрал. Чаги, говорит, понабрал. А смотрю, вот этих трутовиков он набрал. Береза уже болеет. Ну, ни в коем случае ее пить нельзя, заваривать. Говорят, что если ее поджечь, и она будет леть, комаров, от комаров помогает. Я пробовал, ребят. Бред полный. Не работает. Ну и еще вот есть на березах наросты, это кап называется. Вот из нее как раз, из этого нароста, он очень крепкий, делают рукоятки для ножей, там тарелки и так далее. Карельская береза. Ну, у нас северная береза. Плюс-минус. Карелия 10 регион, у нас 11. Всем привет, ребята, с Республики Коми. Так, еще один, друзья, стоит. 2. Вот этот, конечно, уже большой. А вот этот не знаю. Вот тоже что-то уже какой-то плохой. Немножко тонко. Они вот почему, ребят, такие вот сейчас пока кривые? Потому что, ну, что-то переизбыток. Или много воды, или наоборот много солнца, тепла. И вот они такие всякие какие-то кривые растут. А когда баланс будет нормальный, вот тогда они будут красавцы. Семьями. Вот. Для гриба, ребят, не только нужна вода и солнце. Ну, я имею в виду для роста гриба. Нужно, ребят, еще темные ночи и туман. Это тоже немаловажный фактор. Сыроежечки, ребят, смотрите какие. Вот эти маленькие можно взять чисто шляпки. Очень вкусные тоже, как чипсы. Мне нравится. О, это мягкая какая-то. Это больная. Ну, я говорю, что-то не хватает, видите. Вроде маленькая, а уже гнилая. Так, я добрался тут до нор. И смотрю, норы зажили. Ожили. Все в песке свежем. Следы, интересно, будут видны, нет? Вот норы. Лисьи. Комаров сколько. Оттуда, кстати, кому летит. Видать, тепло идет. Животное там. Или барсуки. Да, свежие, ребят, лиси. Смотрите, сколько комаров. Фух. Животное там. От тепла. Вот прям они тут летают. Фух. Сразу понятно. Тепло исходит. И даже пахнет лисой. Собачатиной, знаете, сырой такой. Не знаю, может барсук, конечно. Ладно, не будем тревожить. Пойдем потихоньку. Блин, собрал комаров, ребят, возле нор. Стая за мной увязалась.
А вот еще, ребята, запрещенный белый красноголовик. Вернемся к березам, ребятки. Еще с берез снимают бересту, кору. Вот, по сезону, когда это даже плюс-минус сейчас, в это время, ну, надо проверять. Очень хорошо слазит береста, и вот снимают ее. Ну, все по-разному. Кто-то может на подделку, кто-то на растопку бань, ну, домов, печек, в общем. В деревне же печное отопление. Ну, ничего не имею против. Видите, ребят, как она потом выглядит некрасиво. Береза, конечно, живет, но она вот уже в таком облике. И я, конечно, ну, здесь такое красивое место, как в парке. Собираем грибы, вот, конечно, вид такой некрасивый. Ну, я бы не стоило так делать. Да, можно куда-то заехать вглубь, где нет дорог, там зайти куда-нибудь на болото, где люди не ходят. Собрать. Ну, а здесь, конечно, такое себе. Очередной, ребята. Очередной какой-то кривой или куцанный. Ладно, пускай растет, пускай доедает. Вот видите, здесь он везде поснимали. Вот это как-то не очень по мне. Я против ничего не имею, ребят, сам собирал. Даже показывал на канале. Понятно, очень много негатива прилетело. Вот. Ну, я еще раз говорю, ну, как бы в таких местах, где вот гуляешь, этот человек в любом случае сам здесь собирал грибы, наверное. Вот. Можно это где-то в другом месте сделать. Такие дела. Ну, опять же, что, береза, ребят, самое жаркое дерево в плане дров. От березы очень много толку, оказывается. А у нас на пути вот такой, ребят, гигант. Блин, крепкий. Прям крепкий. Вот хрен знает, что и делать, ребята. Слушайте, у него и нога мощная. Но он прям крепкий. Кем подходил-то, они здесь, ребята, уже, наверное, поедено все. Ох, давай, друг, на грибницу пойдешь. Размножай. Сдалека я его приметил, ребят, когда сидел с вами, общался. Вот. А там еще вот один, но там уже большой. А это вот, походу, наш пациент, ребятки. Это прям то, что нужно. То, что доктор прописал. Красавец. Красавец, ничего не скажешь. Опа. Вот это да. Вот такие нас интересуют. Во какой огромный, ребятки. Огромный. Так, мы еще белочкам еще, ребят, ничего не дали. Ох, какой. Нога какая. Возможно, даже чистый. Крепкий. Ну, это так. Это понятно, что, ребят. Не знаю, батя мне как-то в детстве показал. И вот я вот так тоже делаю. Белочкам. Барсучкам, белочкам. Белочкам, барсучкам. Вот поганочки какие-то тоже уже начинают вылазить. Лес потихоньку оживает. Как и сказал. Ладно, гуляем, ребят.
Акация красивая. Вот. Да, вот, конечно, падают деревья со временем. Немножко так. А так бор. Бор, красивый бор. О, еще один. Видите, надо крутиться, ребята. Надо крутиться. Из-за корня тут видно не было. Я вот так прошел. Если бы не крутанулся, бы не увидел. Красавец. Это вообще шикарный крепыш. Чисто, ребята. Грибочки, грибочки. О, какие, ребята. Вот этот, конечно, тоже крепкий, блин, зараза. Но вот рядом стоит. Вот этого возьмем. О, какой. Этого оставим. Был бы с корзиной, может быть, конечно, и забрал. Слушайте, какой крепкий, ребята. Блин, вообще огонь. Вот мне нравятся боровые красноголовики. Это не на полях, ребята, вам собирать. Знаете, вот эти тонконогие. Это вот красавцы. Почему не беру, ребят? Я просто вам объясняю, что я их... Ну, они у меня сомнутся, скорее всего, в пакете. Вот. А выбираю, ну, почему есть что выбрать. Там тоже бывает, ругаются, что зажрался, типа туда-сюда. У нас таких нету. Ну, понятно, ребята, у вас нету, у нас они есть. И как бы, ну, выбираем, что. Для себя же. Да, когда на продажу там или на сдачу можно любые брать, как бы там больше веса. Чем больше, тем лучше. Ну, мы на покушать. И как бы, ну, стараемся маленьких для себя выбрать. Красивых, свеженьких, поесть. Вы когда ходите, там овощи выбираете, помидоры, там яблоки, вы же тоже смотрите правильно. Ну, тут типа такой же тема. Так, стоит. Стоит на опушке. Блин. Вроде крепкий, ребята. Не знаю, чистый, не чистый. Ну, крепкий. Ну, там еще один, оказывается. Нет, тут уже червивый. Видите, как хожено. На гребницу пойдешь. А вот этот... Рядом-то еще, ребят, один. Вот этот чистый вроде. Хотя, наверное, нет. Тут что-то у него вот здесь съедено. А шляпка чистая. Шляпку возьмем. Ну, слушайте, ребятки. А жареха просто бомба. Шутя. Вот такие на окраине, видите. Тоже уже такие мертвые. Можно походить уже, ребят. Можно уже даже дочку взять. Она тоже у меня любит первые грибы собирать. Давно уже просилась. Я говорю, дочь, да говорю, нет еще грибов. Смысла нету, говорю, лазить. Комары, а вода. Соня вот еще, говорю, хорошо. Прохладно. И то комаров много вон. Осенью, да, ребят. Вообще. Комара мало уже. Прохладненько. Гуляешь. Ягоды. Осень я обожаю. Так что так.
Сейчас тут еще вот крутанусь. Хорошая локация впереди, ребята. По-любому там стоят. По-любому. Смотрите, какой, ребята. Вот он. Красавец. Вот ему ровно ночка. Вчера дожди сделали. Красиво. Давайте в онлайне, ребят, попробуем с вами надыбать. Локация хорошая. Так, что-то там такое торчит белое. Что-то торчит такое белое, непонятно. Ну, это белый красноголовик, подосиновик. Ребята, прям возле сосны. Опять пороняло, блин, в этом году. Ладно, мы его не трогаем. Крутимся дальше. В этом году вообще, друзья, у нас был торнадо. В новостях можете, вообще в интернете можете забить, посмотреть. 42 километра тайги срезал. В ширину где-то в километр, что ли. А в длину 42 или 41 километр. Представляете? Это рядом со мной. Вот. Это просто ужас, что творилось. Вот представляете, если бы этот торнадо шел бы где-то рядом с деревнями, с моей, допустим, все, деревни бы не было. А так лес срезало. Сейчас даже говорят, смотришь, ну даже через космос видно уже такая дырка, понятное дело. Тут что у нас? Стоит там под елкой такой маленькой. Ну, не наш пациент, ребята. Вот так кручусь, потихоньку хожу, как змея. Вот такие новости, короче. Какие-то аномалии, блин. Торнадо, блин. Наводнение. Холод. Дожди, вон, блин, не прекращаются. У кого-то жара стоит. Я там знаю, вон, ребята пишут. Весь июнь стоит за 30. Здесь где-то дожди идут, блин. Короче, вообще ужас какой-то. Что, в онлайне не найдем хорошенького? Место-то зачетное. Всегда здесь были. В общем, такие дела, ребята. Летнее обострение у рыбаков. По-другому никак не назовешь. Что это у нас? Ножка что-то съедена. Короче, ребята, скоро, блядь, восхищаться будем только восходом. Или закатом, бля. По-другому не скажешь. Все очень-очень плохо.
Так, ну что, тут крайняя полоса вот бора ничего не дала, она на возвышенности стоит, ребят, и, короче, надо в низах смотреть, там вот еще что-то попадается. Ну, я не пустой, штук 20-то у меня точно есть. Вот, я сейчас выхожу с бора и окраину ту, ребята, еще проработаю. Вот. Так что все очень-очень хорошо. Это нормально. Пересек болото небольшое. И тут как окраина такая. Ну, посмотрю на окраине. Ну, не зря, ребят, что. Есть красноголовик. Хороший. То, что надо. Вот. Вот такой. Вот такой какой-то уже вздутый. А вот этот вроде как ничего. Там еще вот один, ребята, есть. Но тоже смотрю, как будто вздутый. А это такой ничего вроде. Ну, ноги у них, видите, уже такие. Они тонкие. Вот что нравится на барах собирать. Толстые они, классные. Солнышко вылезло и парит опять. Дождь будет. Такой воздух заряжен. Я не люблю такой воздух. Фух, тяжело. Вышел, ребят, к мотоциклу. Сейчас прогуляюсь. Еще одна локация небольшая. Тут посмотрим. Ну и в принципе нормально, нам хватит. Чисто, ребят, на поесть. Все. Больше и не надо. Класс вообще. Прогулочка, свежий воздух и грибочки, ребята, стоят на окраине. Видите, окраины держатся в большей степени. 3 штуки. 3 штучки, вот. 2 уже переростка подгнили. И вот 4-й. 4-й. И 5-й маленький. Красота. О, какой малышок. Малышочек. Блин, огонь, ребят, грибы. Класс. Да, корзинку надо было брать. Потому что вот так роняешь их, ставишь, вот они и мнутся. Ладно, пойду за этими 3. Шляпка нормальная. Ну, тоже уже переростки такие. А тут прям малышок стоит. Его даже не видать из-за деревьев. Вот так вот. Я уже так сейчас буду выходить, ребята. Кайф. Кайф, ребята. Вон, блин, сколько тут грибов. Ё-моё. Вот мотоцикл. А вон тут грибы стоят. Вот стоит, вот стоят. Смотрите, ребят, какая опушка. Хорошие даже, скорее всего.
Вот стоит. Сейчас посмотрим даже вот так. По-любому еще будут. Тут дорога уже, и вот мотоцикл у меня. Вот как раз сейчас тут добираем. Целая опушка грибов. Красота. Целая поляна грибов. Ну что, не зря скатался, ребята. Я где-то проезжал, вроде тут тоже был. А да, вот они. Вот они, ребят. Я говорю, проезжал где-то, как будто видел, когда туда ехал. Опа. Тут даже два их. О, какие классные. Сейчас все почищу. Понятно, что дома будем чистить, смотреть. Ну, в общем, нормально. Ведерко собрал, ребятки. Ведерко свое нашел. Класс. Тут еще у нас один, да? А, сыроежка. Какая-то коцана. Ну, в общем, ребят, закругляюсь. Хорош. Хорош. Поляна грибов. Поляна невест. Полянка. Вот на одной опушке, да, вот, грубо говоря, на сковородочку можно надербакать. Такие интересные здесь. Так, ребят, на этой красивой ноте раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штучек на полянке. Будем завершать грибалку. Результат хороший. Результат, ребят, отличный. Такие дела. Так, ребят, я сейчас собираюсь в экспедицию на дальнюю рыбалку. Так что меня не теряйте. 10 дней, ребят. Короче, ваш покорный слуга уезжает за новым контентом. Так что такие дела. Еду к друзьям. Едем на Карпа. Вот. Встретимся с друзьями. Поживем на пруду, порыбачим. Вот такие красавцы. Ну и в целом вот у меня ведерко грибов. Так что так, ребят. Можно еще ходить, конечно, можно еще собрать. Но нет нужды в этом. Буду сворачиваться, уезжать.